Семь чудес Казахстана. В 2007 году группа казахстанских ученых провела исследование около 40 объектов и определила 7 наиболее ярких явлений казахской культуры, сыгравших значительную роль в истории Казахстана. Почему именно 7? У казахского народа это число имеет сакральное значение. Ученые придерживались основных критериев. Это должен быть материальный объект, доступный основной массе населения, играющий серьезную роль в истории народа и при этом не повторяющийся в других регионах планеты. Национальными сокровищами признаны 7 объектов: наскальные рисунки урочища Тамгала, археологическая находка «Золотой человек», музыкальный народный инструмент домбра, юрта, мавзолей Хаджи Ахмеда Ясави, наскальные мечети Мангыстау, монумент Байтерек. У каждого человека есть свой маленький уголок, деревня, улица, дом, где он родился. Это его маленькая родина. А из множества таких маленьких разных уголков и состоит наша общая великая родина. Родина начинается на пороге твоего дома. Она огромна и прекрасна. Родина всегда с тобой, где бы ты ни жил, и у каждого она одна, как мама. Мы любим Родину, а любить Родину значит жить с ней одной жизнью. Тамгала петроглифтері, Тамбала петроглиф тас кешені. Наскальное изображение урочища Тамгала. В 1957 году экспедиция Института истории, археологии и этнографии в 170 километрах от Алматы наткнулась на причудливые наскальные рисунки. Специалисты считают, что самые древние петроглифы появились здесь в середине второго тысячелетия до нашей эры. По рисункам Тамгала можно прочитать всю историю народностей, населявших с древности территорию Казахстана. Подобные рисунки существуют во многих странах, но наши не имеют аналогов в мире. На небольшом участке собраны тысячи рисунков. Складывается впечатление, что в Тамгала специально приезжали люди, чтобы оставить о себе память в виде изображений на скалах. Исыкский золотой человек. Исык Алтын Адама. В 1969 году в ходе раскопок кургана Исык были найдены останки сакского воина в золотом камзоле, украшенном фигурами зверей. Уже сам факт находки золотого человека произвел фурор в научном мире. Этот человек, являвшийся потомком видного сакского предводителя, предположительно жил в V-VI веках до нашей эры и умер в возрасте 18 лет. В его могиле обнаружено более 4000 изделий, выполненных из листового золота, а также серебряная чаша с 26 письменными знаками. Для сакско-скифской культуры были характерны царские курганы. Многие из них подверглись разграблению еще в древние времена. Золотого человека спасло то, что осквернители курганов рыли вертикально с вершины к центру. Золотой человек был захоронен на краю кургана. Золотое шитье на платье – абсолютно уникальная вещь, не встречающаяся ни в одной стране мира. Ученые относят его к V-III веку до нашей эры, сакско-скифской культуре. Золотой человек стал одним из национальных символов Казахстана. Его изображение венчает монумент независимости на площади Республики Алматы. Домбра. Во время раскопок города Койқырылған около Арала нашли скульптуру глиняного человека с домброй в руках, датируемую IV
III веком до нашей эры. На наскальных рисунках в Жамбылском районе изображены танцующие люди и музыкальный инструмент, напоминающий дамбру, принадлежащий к периоду неолита, 4000 лет до нашей эры. Известна легенда XIII века о Джучихане «Хромой Кулан». Сын Джучихана был убит на охоте раненым куланом. Отец, предчувствуя беду, обещал залить горло расплавленным свинцом тому, кто поведает ему печальную весть о сыне. Все боялись сообщить отцу правду, и только Кише Кетбура сыграл на дамбре сочиненную им музыку, из которой отец все понял. Но казнить ему пришлось не Кише, а дамбру, после чего, согласно легенде, и осталось в корпусе инструмента отверстие. Киизи, юрта. С древних времен юрта практически не перетерпела серьезных изменений. Для казахов она была собственным микрокосмосом. Впервые новорожденного пеленали в отцовской юрте. Вырастая и женившись, он получал в наследство белую юрту. Уходил из жизни в траурной юрте. Ее переносная сборно-разборная конструкция гармонично подходила для кочевого образа жизни казахов. Обычные юрты покрывались кошмой из бараньей шерсти осенней стрижки, а праздничные, сооруженные в честь торжества, белой кошмой, которую специально подбеливали мелом, известью или краской, полученной из обгоревших костей животных. Хожа Ахмед Ясави Кесенесе. Мавзолей Хаджа Ахмета Ясави. Построенный в городе Туркестане в 1396-1399 годы по приказу эмира Тимура персидскими мастерами, мавзолей является шедевром центральноазиатского зодчества, вобравшим в себя архитектурное наследие прошлых веков. Керамические свойства материалов мавзолея по прочности в 5 раз превышают современные кирпичи. В усыпальнице стоят бронзовые подсвечники, подаренные Тимуром в память Ахмета Ясави, датируемые XVI веком. С XVI века мавзолеи и на ближайшей территории начали хоронить известных людей: Жолбарсхана, Аблайхана, Казыбека, Жанибека и другие. В июне 2003 года мавзолей Хаджи Ахмета Ясави внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО. Маңғыстаудағы тас мешіттері. Маңғыстау жер асты мешіті. Наскальные мечети Маңғыстау. Наскальные мечети находятся в труднодоступных местах полупустынной зоны Маңғыстау, где очень жесткий климат, жгучее солнце, песчаные бури, что и заставило древних жителей полуострова искать уединение в скалах. Наскальные мечети Маңғыстау расположены в геофизических аномальных зонах, таких же, как Стоунхендж в Англии, лестничные пирамиды в Мексике, искусственные глиняные холмы в Китае. Здесь особая звуковая акустика. Во всех комнатах одинаково слышны проповеди, сколько бы людей там ни находилось. Если мечети Бекет-Ата соединить между собой воображаемой линией, то получается 2 одинаковых треугольника. По древним поверьям, треугольник является символом вечности. Байтерек Нысана. Монумент Байтерек. Монумент Байтерек, сооруженный в Астане, воплощает в своей архитектуре представление древних кочевников о космосе, о бесконечной вселенной. Байтерек представляет собой высокую металлическую конструкцию, символизирующую дерево жизни. Каждый год в кроне дерева мифическая птица Самрук откладывает золотое яйцо, которое съедает дракон Айдахар.
что олицетворяет вечную борьбу добра и зла. На вершине монумента установлен шар, который символически обозначает золотое яйцо. Монумент Байтерек – это символ независимого государства, сохранившее свои исторические корни.